Не, надо план перехват, давай, план перехват. Вот так при виде инспекторов рыбаки покидают место клёва, но большинство на рейд реагирует спокойно. Это акватория реки Свияга, около острова Града. Почти 200 рыбаков собрались здесь на зимнюю рыбалку. Их не пугают ни ледяной дождь, ни тонкий лед. Сотрудники ГИМС перед первым шагом на лед проверяют его толщину. Здесь она составляет 6 сантиметров. Этого достаточно, чтобы сходить за рыбаками, но недостаточно для зимней рыбалки. Лед замерили, местами толщина менее 7 сантиметров. Вам рекомендуют сейчас покинуть лед в целях вашей же безопасности. Рыболовам, которые расположились недалеко от берега, раздают памятки и просят вернуться на сушу. Но у любителей зимней рыбалки другое мнение. Они считают, лед уже крепкий, чтобы выдержать 100 человек. А некоторые говорят, можно заезжать и на машине. Безумного такого выхода, как некоторые там не достигает 3-4 сантиметров, такого нет у нас. Вот. Есть пешня, которой мы проверяем лед. Нисколько не страшно. Это зимний лед, а не весенний. Весенний, да. Лед 7 сантиметров, я специально мерил. Вот такой лед. Больше даже? Да, там можно на машине ездить. Сотрудники ГИМС, полиции, рыбнадзора и регионального общества спасения на воде проводят такие рейды ежедневно, с начала ледостава. Сегодня некоторым рыбакам выписали штраф, другие отделались предупреждением. За полчаса работы спасатели вывели со льда практически всех. Осуществлено порядка 8 патрулирований, проведено бесед порядка 200, охват составил где-то порядка 250 рыбаков. Еще 50 человек, те, которые не вышли еще на лед, не выходили. Такие рейды будут проводить до установления льда толщиной не менее 7 сантиметров. Как говорят спасатели, для этого неделю температура воздуха не должна подниматься выше минус 15 градусов. Несоблюдение правил опасно для жизни и здоровья. Так, в поселке Борисоглебское неделю назад погиб рыбак. В Елабужском районе 3 застряли в лодке, скованной льдом. Иван Сарафанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольский район.